Всем привет! Сегодня уже пятый день пребывания в санатории. К сожалению, вчера мне не удалось записать видео. С утра чувствовал себя плохо, прошел процедуры и даже не дожидаясь обеда, ушел в коттедж, лег спать и проспал до сегодняшнего утра. То ли ротавирус, то ли просто акклиматизация. Ну, не мог оторваться от кровати. Пролежал, получается, всю вторую половину дня вчерашнюю. И вот сегодня в 7 утра меня Катя разбудила, я сходил в душ. Более-менее полегчало. Тяжесть, слабость, рвота и так далее. Сегодня, кстати, похожий симптом у Алены. Может быть ротавирус, может быть мы просто так реагируем на режимное питание качественное или что-то еще. Что-то Катя вчера подзаписала, это будет включено в эту серию. Так что объединится 4-й и 5-й день, но вот глазами Кати. Потому что вчера у меня не было сил не то, что там что-то снимать, о чем-то думать, просто двигаться. Я вчера еле дошел до дома после процедур. Вот так. Сегодня и у меня, и у Кати, да и у всех были процедуры. Мы на них сходили. Я частично перенес процедуру, которая у меня после обеда, на время до обеда. Везде сходил, все сделал и теперь полностью свободен. Там примерно через час, даже час с небольшим, будет у нас обед. После обеда немножко прогуляемся. И все, и мы, в принципе, свободны. Есть предложение взять и покататься велосипеды. Ну, будем смотреть по своему состоянию, как вообще это все будет. Катя пошла на ЛФК. Может быть, что-то удастся сквозь окошко подглядеть за ней. Через 10 минут начинается. Ну, сейчас пока вот сижу на свежем воздухе. Кстати, сегодня опять хорошая погода. Вчера весь день был дождь. Было прохладно. Может быть, и поэтому мой организм сказал, что нет, не будем сегодня мы с тобой ничего никуда. Будешь дома лежать, спать, чтобы это всего не видеть. Вот такие вот дела. А так отдыхать нравится. Процедура нравится. До сих пор не удалось ничего записать. Тоже потому, что вчера просто не было сил ставить штатив, что-то там спрашивать. Пришел, лег, 15 минут полежал, встал, пошел дальше. Вчера у меня был еще душ Шарко. Я просто из последних сил втержался. Меня струей воды, а там достаточно мощная струя, просто в стену выдавливала. Ну, вроде ничего, размялся. Сегодня гораздо легче. Сегодня восстановился почти восстановился. С утра сходил, поел кашу, попил чая, ну, и все процедуры прошел хорошо. Вчера даже пропустил фитобар. У меня там 2 чая, лань и отвар овса. Вот вчера вообще не хватило сил на 3-й этаж подняться, выпить чай. Зато сегодня один уже выпил, и, скорее всего, сейчас Катя выйдет с своих там физических упражнений. Сходим с ней, как раз попьем чайку, а потом уже пойдем на обед. Вот. Всем хорошего дня. Не болейте. Это самое главное. Итак, от дня сегодняшнего мы возвращаемся в день вчерашний и передаем микрофон Кате. Ну, вместе с камерой, конечно. Посмотрим, что она вчера сняла. Доброе утро, а вернее уже добрый день. У нас уже почти 11 часов утра или дня, для кого как.
Уже прошел завтрак, уже прошли первые процедуры, а еще прошел дождик. Вот. Возможности поснимать на улице не было, но зато сейчас он уже прекратился на улице. Хорошо, достаточно тепло, а главное красиво. Просто за мной невероятные виды, и это не может не радовать. Вот. У Лёши уже прошли пара массажей. Я сейчас пойду на жемчужную ванну, но я должна узнать, действительно она будет или ее перенесут. Там какие-то неполадки. Вот, надеюсь, что она все-таки состоится. Я не хочу ее менять, либо переносить. У меня сегодня не так много процедур. У меня уже была солевая комната. Про солевую комнату я, наверное, вам еще расскажу чуть-чуть попозже в этой серии. Но для затравочки она очень полезная, естественно, иначе бы ее не было в санаториях. Она улучшает иммунитет, полезна не только для взрослых, но и для детей, даже в особенности для детей. Но ее нужно проходить курсами. То есть то, что вы один разочек рядом с солевой лампой посидите, подышите, это не совсем то. Это раз. А во-вторых, от солевой лампы, которая может стоять у вас дома, солевая комната отличается кардинально. А как именно, я расскажу попозже. Вот. Надеюсь, что у вас денечек проходит тоже хорошо, так же, как у нас. У нас, в принципе, все прекрасно. Вот. И что ж, приятного просмотра. Вот так вот выглядит галоклиматотерапия. Прекрасная просто солевая комната. Невероятная расслабляющая музыка. Вы в таких вот шапочках сидишь, кайфуешь. Обещала, рассказываю про пользу солевых пещер, либо солевых комнат. Их вообще-то по-разному называют. Это все называется галотерапия или галоклиматотерапия. Солевые комнаты состоят из каменной соли, что несложно. О чем несложно догадаться. Вот. А еще там распыляются специальные составы, состоящие из очень мелких, даже не крупиц, а просто молекул ионизированной соли, насколько я поняла, ионы там где-то точно присутствуют. Вот. И, собственно, вы сидите в комнате, дышите этой солью и, во-первых, выводите из бронхов всю грязь, которую вы там накопили с помощью грязного городского воздуха, или выводите там мокроту, соответственно, очищаете легкие. Когда у вас очищаются легкие, эти ионы соли помогают
проникновению кислорода в вашу кровь, что вообще способствует улучшению здоровья в принципе всего. Но первым это сказывается на здоровье кожи, здоровье внешнем, потому что наконец-таки кислород до внешних покровов начинает добираться, его становится достаточно. Далее, так как легкие очищаются и обеззараживаются, все-таки соль это не хухры-мухры, солевые пещеры способствуют профилактике респираторных заболеваний не только у взрослых, но и детей, я это уже говорила. Собственно, если вы понимаете, что вы каждую осень, каждую весну заболеваете стандартно несколько раз, то на протяжении месяца 2-3 раза в неделю рекомендуется посещать вот такие вот солевые комнаты. Ну, это, конечно же, все по рекомендациям врача. Я не врач, я просто обычный обыватель, который попробовал солевые комнаты. И на самом деле я ощущаю, как мне это помогает. Я приехала в санаторий не с самым лучшим здоровьем, потому что я болела на 2 или 1,5 недели до поездки в санаторий. Я заболела, и, соответственно, у меня еще какие-то остаточные признаки остались. То есть у меня какая-то мокрота отходит после этих солевых комнат. Ну, я, в принципе, откашливаюсь легче, чем это было. Ну, и эффект уже заметен. Хотя я посетила солевые комнаты 2 раза по 30 минут. Вообще прекрасное место. Помимо того, что вы сидите и дышите прекрасным солевым воздухом, вы не просто сидите где-то на лавочке, а сидите в комфортабельном кресле, и играет там релакс-музыка, которая вас расслабляет. И еще там приглушен свет, естественно, голубые, розовые лампочки, которые переходят одна в другую. Ну, собственно, вы все это видели, там красота неимоверная стоит. И на самом деле задремать там после завтрака дело несложное. Вот. Так что от меня эта процедура получает полную поддержку. Я рекомендую хотя бы попробовать. Если вы ходите в какие-нибудь бани или другие места, где есть солевые комнаты, то обязательно туда зайдите, не пожалеете своего времени, особенно если вы не ограничены во времени. Посидеть там хотя бы 20 минут уже будет очень полезно и очень хорошо для вашего организма. Вот. Из последних новостей я только что из комнаты с магнитами. Мой копчик чувствует себя намного лучше. Если вы когда-нибудь ломали что-то серьезнее, чем конечности, вы меня понимаете. Вот. Тоже хотя бы раз в годик нужно вот такое проходить, чтобы просто потом не страдать в какой-то непредсказуемый момент. Я отправляюсь сейчас на... Извините. Я отправляюсь на жемчужные ванны. Расскажу вам, как оно там. И, в общем-то, поделюсь впечатлениями. А сейчас вы можете насладиться со мной вот этой прекрасной погодой. Погодой, природой. Мы сейчас выйдем с вами к небольшой то ли дамбе, то ли еще чему-то. Короче, небольшому водопадику, который создает прекрасный шум воды. Так бы здесь было тихо. Но этот шум достаточно нейтральный. И его можно потерпеть. Вот. Погода наладилась. Я даже вижу небольшие проблески голубого неба. А это уже не хухры-мухры. В общем, вот. Вообще погода здесь, природа здесь замечательная. Если посмотреть на карте, то от всех больших городов, от Уфы, от Перми, Карагай находится
максимально далеко. Так, здесь немножко грязюки. Ну, какая природа без грязюки, верно? Карагай находится прямо посередине между большими городами на очень большом расстоянии от них. Однако сюда ходят какие-то автобусы. Я, правда, еще не узнавала точно какие. И до сюда можно доехать на машине от какого-либо большого города. От какого именно, опять же, возможно, я расскажу чуть попозже. В общем, прекрасные виды, просто замечательные. Сейчас покажу вам водопадик. Вы, может быть, видели его в первой серии или во второй. Но он красивый, шумный. Я думаю, что показать его еще раз стоит того. Совсем небольшой. Зато наверняка спасающий во время весны, во время таяния льдов и тому подобного. Ладненько, я иду на свои следующие процедуры. До встречи. Вернулась я из ванны с розмарином. Процедура называлась «Жемчужная ванна с розмарином». И мне было очень интересно понять, что же там делает жемчуг, как он там присутствует. Мне показалось, что ванна будет какая-нибудь переливающаяся, и вот это вот они назвали жемчугом. Но нет, я была не права. На самом деле ванна сама с легким гидромассажем, поэтому маленькие круглые пузырики воздуха они обозвали жемчужинами, и в принципе им никто не сказал, что они не правы. Если посмотреть в интернете, то это так и называется. Вот. И, собственно, такая жемчужная ванна может быть с розмарином, может быть с валерьяной. И я думаю, что с еще другими наполнителями их тоже делают. Что это значит? Это значит, что они добавляют туда концентрат, в моем случае концентрат розмарина, который усиливает всякие разные действия. Помимо того, что ванна вас расслабляет, естественно, в дело вступает розмарин, вы им дышите. Запах просто невероятный, он проникает под кожу, в легкие, куда только он может. Короче, куда может, туда и проникнет. Очень приятный запах, оттуда вылезать не хочется. И как только я оттуда вышла, я сразу же набрала концентрат розмарина купить. Вот. Очень советую. Розмарин обладает антисептическим действием. Также он бодрит. Это не валерьяна, она успокаивает, а розмарин бодрит. Соответственно, имейте это в виду. И действительно, из ванны так бодренько вылезаешь, спать в ней не очень хочется. Вот. Розмарин, что еще он делает? Ну, опять же, из-за того, что вы дышите влажным, теплым воздухом с розмарином, это попадает в легкие, и дыхательные пути таким образом получают свою долю пользы. Ну, об остальных его свойствах вы можете посчитать на первой вкладке в интернете. Я уверена, что там будет вся информация. Погода не устает нас радовать. Солнышка, правда, нету, но хотя бы дождя нет. Это тоже хорошо. Сейчас будет обед. Обед все ждут с нетерпением, потому что через несколько дней пребывания в санатории ты уже начинаешь так умеренно накладывать себе еду в тарелку, не переедаешь, и, соответственно, к обеду или к ужину ты уже очень хочешь кушать. Что, в принципе, хорошо. Ты же приехал сюда оздоравливаться, верно? Верно. Вот. Надеюсь, что во второй половине дня я схожу в бассейн. Я даже уверена в том, что я схожу в бассейн. И отлично проведу вечер. Пока что планы на совсем-совсем вечер не ясны. Но в любом случае мы можем погулять, просто подышать свежим сосновым воздухом и на этом успокоиться.
тут спят енотики. Ну что, мы покушали, сходили немножко прогулялись по лесу и сейчас зашли, попили овса. До ужина у нас 4 часа. Пойдем отдохнем. Катя, возможно, пойдет дальше В бассейн обязательно. Да, и в 6:30 мы встретимся с ней и с ребятами на ужине. Какие процедуры у тебя были сегодня? Что тебе понравилось? У меня сегодня были грязевые ванны, но они уже второй раз за наш отдых у меня были. И, в принципе, с каждым разом только лучше. Вот. А магниты... Сегодня ты не соскальзывала? Сегодня я не соскальзывала. Дело в том, что если ты неправильно ложишься в грязевую ванну, то ты пачкаешь задний бортик, на котором ты лежишь. А волосы в грязи извалять не хочется, потому что никакого полезного эффекта от этого не будет. Поэтому нужно сразу ложиться правильно. И я легла сегодня сразу правильно и чуть не уснула. Вот. Также у меня сегодня было ультрафиолетовое облучение, потому что я приехала с не самым здоровым горлом. Магниты, о которых я уже сказала, и ЛФК. Лечебная физкультура. Скажу я вам, я не ожидала, что мне будет тяжело на ЛФК, потому что я думала, что ЛФК это такая легкая разминочка. Ага, сейчас. Ничего подобного. Вот такие впечатления у меня сегодня от процедур. Ничего себе. Ну, здорово. Пойдем сейчас мы отдыхать. Спать. Время 6 часов. Потихонечку начинаем двигаться на ужин. Катя где-то часик назад ушла в бассейн. Сейчас мы ее оттуда заберем. И все вместе пойдем кушать. Интересный факт вспомнил про ужин. Еще вчера не ходил на ужин, и ребята для меня взяли в кружке кефир. Они взяли в кружке, но кефир пришлось есть ложкой, потому что он был настолько густой, что сам по себе не выливался. Мне кажется, что иногда сметана, которую покупаешь в магазине, она жиже, чем этот кефир. Вот, сейчас с собой взял кружку, как раз ее вернул. Кефир, кстати, возможно, как раз таки помог немножко восстановиться. Ну, точно уж был не лишним. Немножко обволок мой желудок и не дал умереть от голода. Мне уже, опять же таки, гораздо лучше. Сегодня вот и на завтрак сходил, кашу поел, и на обед сходил, там был супчик куриный, лапша. Немножко взял второго, котлетки на пару, картошечку. Ну и сейчас без переусердствований надо покушать. Вроде так все хорошо. Погода по-прежнему хорошая, дождя сегодня не было. Вот. Надеюсь, что завтра тоже будет хорошая погода. Потому что вообще обещали, что последние вот эти вот дни, 2-3 наших дня пребывания будут дождливыми. Но будем верить в лучшее. Будем верить, что не промокнем. У нас просто не совсем близко к медицинскому лечебному вот этому корпусу.
наш коттедж. И приходится там 5-7 минут идти по улице. Конечно, сосны прикрывают от дождя, невзгод. Ветра особо здесь нету. Вот. Но, тем не менее, неприятно куда-то ходить по дождю. Будем верить в лучшее. Вы посмотрели новости вчерашнего дня, какие-то отрывки из сегодняшнего дня. Что я могу сказать в итоге? Отдыхается прекрасно. Процедуры все нам нравятся. У кого-то это гидромассажи, у кого-то это просто ванночки. Все прекрасно. Всем рекомендуем вообще съездить в Карагай. Ну или, в принципе, подыскать себе санаторий, может быть, поближе, но с подобными услугами и хорошими обязательно отзывами, особенно на еду, вот, потому что в санатории, естественно, вы будете тратить больше калорий, чем просто в городе. Что еще могу сказать? Вечера у нас проходят спокойно, поэтому можем записать некоторую концовку. Я желаю вам всем хорошего дня, хорошего вечера, вообще хорошего времени суток, чтобы вы тоже отдохнули, как и мы. Вот. В целом, наверное, это все, что я хотела сказать под вечер. Всем пока!